Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Спикер 6-го созыва парламента Абхазии Валерий Кварчи ответил на вопросы журналистов. Он поддержал иммунитет депутатов и назвал решение о переименовании села Арсаул в Приморское неправомочным. Валерий Кварчи провел пресс-конференцию в пресс-центре абхазского телевидения. Около 20 вопросов в течение получаса задали журналисты избранному спикеру парламента Республики Абхазия Валерию Кварчи в пресс-центре абхазского телевидения. О возрастном цензе депутатов, исполнении закона о государственном языке и в целом о самой избирательной системе республики рассказал спикер парламента Валерий Кварчи на встрече с журналистами. Мы порой о государственном языке, то есть на абхазском языке, говорим на русском языке, обсуждаем его и так далее, и определяем его будущее. Ну, закон у нас, я считаю, нормальный. Мы, значит, с самого начала продумали, сколько нужно, скажем, чтобы та или иная статья в силу. Где-то 5 лет, где-то 7 лет. Все сроки прошли. А закон, конечно, полную силу не работает. Не могу сказать, что ничего не изменилось. Конечно, меняется. Обсуждая закон о запрете абортов, спикер парламента отметил, что документ нуждается в доработке. Не единогласно он был принят. Я лично был против, но сейчас, смотря после некоторого времени на этот закон, конечно, имею немножко есть сомнения в том, это нужно или не нужно. Конечно, надо было заранее подготовить подзаконные акты, как человек, если по медицинским показаниям не может иметь детей, мы, конечно, это должны учитывать. По мнению спикера, лишать депутатов неприкосновенности нельзя. Депутат должен быть защищен, депутат должен быть свободен. Он должен свободно высказывать свою точку зрения на то или критиковать власть и так далее и тому подобное. Мое мнение, надо сохранять то, что у нас есть. Это мы сами не придумали, еще раз говорю. Что касается переименования населенных пунктов, Валерий Кварчи подчеркнул, что географические названия – это памятники истории. Названия несут интереснейшую информацию. Топонимам может быть более 2000 лет. Во всех странах географические названия охраняются, и их не меняют без острой необходимости. Валерий Кварчи назвал неправомочным решение депутатов 5-го созыва о переименовании села Арсаул в Приморское. Уже во вторник, 18 апреля, состоится сессия 6-го созыва парламента Абхазии. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Расширенную версию пресс-конференции спикера парламента смотрите в нашем вечернем выпуске. 19 апреля в администрации президента Республики Абхазия состоится официальная встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии. 14 апреля в республике ожидается ухудшение погоды. По данным Центра управления кризисными ситуациями города Сочи, поступившим по каналам взаимного обмена информацией, сильные дожди ожидаются с 15 до 18 часов. При этом сила ветра может достигнуть 10 метров в секунду, а временами 15 метров в секунду. В связи с чем МЧС Абхазии просит население принять во внимание данную информацию и быть осторожными во время непогоды. Инаугурация избранного президента Южной Осетии запланирована до 22 апреля. В церемонии инаугурации примет участие делегация из Абхазии, сообщил МИД республики. Выборы президента Южной Осетии прошли 9 апреля. Окончательные итоги Центр избирком предоставит в течение 5 дней со дня голосования. Однако ЦИК республики уже обнародовал предварительные итоги выборов. По результатам обработки бюллетеней победу одержал спикер парламента Анатолий Бибилов. О том, каким будет контур взаимоотношений Абхазии и Южной Осетии, узнавали наши корреспонденты. Согласно Юго-Осетинской конституции, президент осуществляет общее руководство внешней и внутренней политикой, определяя международный курс развития государства. Взаимоотношения Абхазии и Южной Осетии смело можно назвать дружественными. Основой этой дружбы стала взаимная поддержка в освободительной борьбе двух народов. Как повлияет избрание нового президента в Осетии на отношения двух стран? И повлияет ли вообще? Именно с такими вопросами мы обратились к представителям экспертного сообщества Абхазии. Я не думаю, что вообще какие-либо обстоятельства способны нарушить или как-то повлиять на наши
дружеские, братские отношения с народом Южной Осетии. Нас связывает многовековая дружба, вы знаете, что и в ней таких непростых испытаний для нас. Наши братья с Южной Осетии были здесь, воевали здесь, стояли рядом с нами. И это такой фундамент, который невозможно расшатать. Я думаю, что наши отношения будут развиваться очень позитивно, так, динамично. И надеюсь, что и в экономической плоскости, и в плоскости культурного обмена, студенческого обмена мы еще шагнем вперед. На мой взгляд, это невозможно, изменение отношений. По крайней мере, в худшую сторону это невозможно, потому что у нас с Осетией сложились давние братские отношения. Мы давно общаемся, знаем друг друга, и никаких предпосылок для того, чтобы у нас ухудшались отношения, честно говоря, я не вижу. Еще будучи спикером парламента, Анатолий Бибилов говорил о том, что население Южной Осетии в большинстве своем хочет войти в состав России. Спустя несколько дней после оглашения предварительных результатов голосования на президентских выборах Анатолий Бибилов заявил, что намерен обсудить с Москвой вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, сейчас в 2014 и 2015 году и парламент Южной Осетии, и уже бывший президент говорили о том, что такая перспектива возможна. И в этом плане вновь избранный президент только подтвердил эту линию. Конечно, совершенно очевидно, что осетины представляют собой разделенный народ. Разделенный народ – это такой народ, который испытывает постоянное обоснованное желание к объединению. Видимо, вероятнее всего, у наших братьев осетин есть такое желание объединиться. Так как осуществить этот объединительный проект в рамках полностью независимого государства затруднительно, это противоречит Конституции Российской Федерации. Так, вероятнее всего, конечно, проект объединения этих народов в составе Российской Федерации. Но это желание, желание этого народа, но насколько оно осуществимо, насколько то трудно сказать. Ситуация в Южной Осетии разделенного народа, территориально разделенного народа никоим образом не проецируется на Абхазию, потому что у нас народ осуществляет управление в рамках единой территориальной единицы. На выборах президента Южной Осетии в качестве наблюдателей присутствовала и делегация из Абхазии. По словам председателя ЦИК Абхазии Тамаза Гогия, принявшего участие в мониторинге выборов президента, наблюдалась активная явка избирателей, которая составила более 60%. Стоит отметить, что выборы проходили и в посольстве Южной Осетии в Абхазии. Проголосовало более 50 человек. Инаугурация избранного президента Южной Осетии запланирована на 22 апреля. Саид Барганджи, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Министры образования и науки Абхазии и России Отгур Кокоба и Ольга Васильева обсудили вопросы развития образовательной системы Абхазии и взаимного сотрудничества. Была достигнута договоренность усилить совместную работу с целью повышения качества проведения экзаменов для поступления в вузы Российской Федерации, провести работу по обновлению перечня предоставляемых квот с учетом потребностей. Встреча прошла в рамках Московского международного салона образования. В Абхазском государственном музее прошла встреча студентов АГУ факультета журналистики с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Встреча прошла в теплой атмосфере. Смотрите репортаж наших корреспондентов. Будущие специалисты выразили особый интерес к историям ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Герой Абхазии, командир бронетанкового батальона Гумистинского фронта Фазлыби Авицба и герой Абхазии Роман Герия поделились со студентами своими воспоминаниями. Будущие специалисты рассказали о том, что проходит история Отечественной войны народа Абхазии и не раз слышали от преподавателей о героизме абхазских бойцов, в частности танкистов. Мне было, конечно же, очень интересно послушать, тем более никогда в жизни я вживую не видела их, и мне было очень интересно. Это ветераны нашей войны. Они рассказали нам о том, какие ситуации проходили у них в войне, что они пережили столько ужаса, вообще горя, что столько смерти, крови повидали. И после всего этого сидеть и рассказывать нам такое, через всю эту боль пронести, не знаю, свои слова, эмоции, выразить все это нам. Это нужно иметь такие силы, чтобы нам это рассказывать, я не знаю. И они смогли
смогли, они все это преодолели, и было очень приятно их слушать. Теперь я думаю, что все, кто присутствовали вот на этой конференции, и в частности я, должны наиболее глубоко изучить и эти личности, чтобы в дальнейшем дальнейшему поколению рассказать именно их историю, историю тех героев, благодаря которым мы сегодня живем и процветает наша Абхазия. Стоит отметить вклад журналиста и профессора Екатерины Беби в воспитании подрастающего поколения. Именно она на протяжении не одного десятка лет делится с ними не только своими профессиональными навыками и умениями, но и становится тем самым звеном, связующим два разных поколения. Это наша боевая сестра Екатерина Георгиевна, это как военный корреспондент. Она историю наших, историю боевых действий, она знает хорошо. И сегодня она очень много делает для того, чтобы передавать с поколения в поколение. Это уже на протяжении уже более 20 лет. Я хочу огромное спасибо сказать ей. И сегодня, конечно, вы сами видели, как воспринимают нашу встречу молодежь. Они с большим интересом относятся к нашей истории, потому что многие из их отцов, братьев, многие воевали, и, к большому сожалению, многие погибли, и для них это очень много значимое. Герои Абхазии говорили о том, что им очень приятно, что, несмотря на прошедшие годы со дня окончания освободительной войны народа Абхазии, о них помнят. Они отмечали необходимость подобных встреч. Сегодня Екатерина Беби организовала встречу с молодыми будущими журналистами. И нам очень, конечно, приятно, что наше поколение, наши дети не забывают про ту войну, которую мы прошли, про своих самых старших своих отцов, что они продолжают вот те традиции. И я думаю, что и в будущем они будут помнить о той войне, которую мы прошли. Очень важно не забывать о героизме и самопожертвовании тех, кто принес нам победу ценой своей жизни, и тех, кто, пройдя через все ужасы войны, не сломился и живет и трудится на благо Родины. На Алакове, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение. Страны мира одна за другой запрещают деятельность религиозных сект. Главный акцент на организациях «Исламское государство», «Братья-мусульмане», «Джабхат ан-Нусра» и «Свидетели Иеговы». Уже в ближайшее время деятельность этих еще 19 организаций может быть признана экстремистской и в нашей стране. Имущество, сбережения, жизни. Ради чего этим жертвуют те, кто поверили свидетелям, кто еще продает благодать? И почему в организации, которая называет себя ни много ни мало Царством Божьим, человек становится рабом книг? И главное, какое отношение ко всему этому имеет США и Грузия. Подробности у Нис Фаршба. Свидетели Иеговы в Абхазии появились примерно в 70-х годах прошлого столетия. Запрет, наложенный на их деятельность указом первого президента Владислава Ардзенба, имел множество веских причин. Ведь свидетели Иеговы, согласно принципам вероисповедания, отказываются от несения военной службы. Они не держат оружие в руках, не признают государственности и государственные символы. Это социально отрешенные люди, не участвующие в выборах и иных процессах гражданского общества. Человек, поклоняющийся Иегове, практически полностью оторван от всех общественных процессов. Если человек, скажем, в заблуждении, он там как бы сам в своем таком, как бы, своей оболочке пытается там что-то такое делать, еще куда он сам себе вредитель. Но когда он перестает еще быть вредителем себе, еще начинает вредить другим, это, естественно, опасно. Церковь не благословляет, но видит в этом очень разрушительную силу. Это душегубство. Это неправильно, это не спасительно, это губительно, это не есть религиозная форма. Религия – это связь с Богом. Деятельность этого религиозного течения запрещена и преследуется законом в большинстве стран мира. Несмотря на это, они навязчиво втягивают в свои круги новых людей, среди которых немало молодежи. При этом противоречивые принципы свидетелей Иеговы зачастую становятся причиной семейных размолвок, а в конечном итоге – разводов. Вечеря смерти Иисуса Христа для них единственный праздник. В этом году они отметили его 11 апреля. Сотрудники службы государственной безопасности Абхазии провели профилактические мероприятия.
В этой связи Генеральная прокуратура Республики Абхазия на основании заявления Службы государственной безопасности Республики Абхазия подготовлено и внесено в Верховный суд исковое заявление о признании организаций экстремистскими и террористическими. Всего в названных исковых заявлениях идет речь о 40 организациях, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность. Все они запрещены на территории сопредельного государства Российской Федерации. Большая часть из них признана террористическими и экстремистскими международным сообществом, однако осуществляют свою незаконную деятельность на территории сопредельных государств без образования юридического лица. Специальный репортаж смотрите в нашем вечернем выпуске. Абхазские паломники посетили Вифест, прославленный чудом исцеления. Подробности у Мананы Кокускир. Проблему воды в Древнем Израиле решали постройкой водных резервуаров. Так на территории Иерусалима находится местечко Вифезда. Оно прославлено в Библии чудом исцеления. 2 водных водоема сначала были открытыми, но потом их закрыли и получился водный туннель. Цистерны, купальни и гроты использовались в лечебных и религиозных целях. Раз в году ангел Господень спускался и возмущал воду, и тот, кто первым входил в нее, исцелялся. И потому здесь всегда находились больные и немощные. Библейская история повествует о том, что здесь лежал больной, парализованный 38 лет. И на слова Иисуса «Встань, возьми постель твою и ходи», он исцелился. Это чудо засвидетельствовали сотни людей. Несмотря на то, что завоеватели Иерусалима всегда разрушали город, эта купальня дошла до наших дней. Это была овчья купель, как я вам говорил, куда приносили, вот внизу у Кедронского потока закололи жертвенных животных, их приносили сюда на омовение. Вот это здесь все эти цистерны были залиты водой. И здесь этих животных омывали, и прямо напротив нас вход вот в притвор храма Соломонова был. И прямо заносили туда, отдавали левитам, левито-священникам, и на жертвенник, который горел ярким пламенем, возлагали вот этих вот жертвенных животных, как положено, там, тельцов, овец и так далее и тому подобное, вот, вплоть до голубей, и все это сжигалось. Следующим местом паломничества абхазских христиан стал город Вифлеем, расположенный в палестинской автономии. Один из самых древних храмов христианства. Храм Рождества построен на месте пещеры, в которой родился младенец Иисус. В IV веке базилику возвел император Константин. Он уникален тем, что никогда не разрушался, не перестраивался. И на полу, и на стене мозаичная живопись. Приложившись к 14-конечной звезде Рождества, абхазские паломники прослушали греческое богослужение и причастились. Манана Кокускир, Роберт Джопо, Израиль, Абхазия. На одной из улиц центральной части города Гудаута в эти дни проводятся масштабные работы по прокладке асфальта. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. В ближайшее время вся протяженность дороги от железнодорожного полотна до берега моря будет заасфальтирована. Улице присвоено имя легендарного военачальника Отечественной войны народа Абхазии, одного из первых добровольцев, прибывших в Абхазию в начале боевых действий в августе 1992 года, Султана Сасналиева. Нам было дано задание подготовить документацию к ремонту, и чтобы мы знали, о каких средствах будет идти речь. Вот документация готова, она прошла экспертизу. Сметная стоимость улицы Сасналиева в городе Гудаута 4 миллиона 303 тысячи рублей. Значит, мощность объекта, то есть протяженность ее, порядка 880 метров, шириной 5 метров и толщины асфальтного покрытия, значит, 6 сантиметров. Вот такие параметры были заданы и подготовлена документация. На сегодняшний день работы выполнены на 60%. И поэтому есть какие-то перебои, потому что нам надо привозить битум, все, но мы имеем график,
работ. Вот он здесь намечен. Но мы порядка 500 метров уже проложили, а у нас всего там остается 330 метров. 380 метров. Я думаю, что мы... Сегодня у нас 13 апреля. Я думаю, что до конца месяца эта работа будет выполнена. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается пасмурная погода, местами дождь, температура воздуха ночью 10-12, днем 23-24 градуса, температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.